своих зрителей своими успехами, надеялась на лучшее и верила в будущее. 1990-е годы изменили многое в истории и судьбах народа в России. Сегодня мы вправе сказать, что выпускники Ленинградского государственного института театра, музыки и кино, ученики Василия Меркурьева и Ирины Мерехой, пройдя многие испытания, всецело посвятили свою жизнь искусству. Меркурьевцы внесли весомый вклад в сохранение, развитие, популяризацию театрального, вокального и хореографического искусства, продолжают работать в сфере культуры и искусства, неся в своих сердцах заповеди великих учителей и наставников. За высокое исполнительское мастерство, сохранение, пропаганду и развитие театрального искусства многие ученики Меркурьева были достойны высоких правительственных наград. Звание «Заслуженная артистка Российской Федерации» удостоена Тамара Бельгиева. Звание «Народный артист» и орденом за заслуги были удостоены Руслан Мавлиев и Вадим Беков. Также звание «Народный артист» и премии Министерства культуры «Дашулик» удостоены мастера сцены Индусского государственного драматического театра имени Лиса Базоркина, Айшет Козлоева, Любовь Исмузиева, Хаджибекат Булбучев, Исан Чехилов и Султан Байсанов, мастер сцены Русского государственного музыкально-драматического театра. За заслуги в сохранении, развитии и пропаганду культурно-просветительской деятельности почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Ингушетия» премия Министерства культуры «Дашулик» достоина бывший художественный руководитель культурно-досугового учреждения города Малгобек Гуля Костроева. К сожалению, ее сегодня нет, почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия» премия Министерства культуры «Дашулик» удостоенный художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Ася Косоева. Много разных театров на свете, но когда пронесутся года, за кулисой товарища встретишь, ты отнимешь и скажешь тогда: сядем, друг мой, потолкуем, коль судьба нас свела вновь, вспомним нашу мастерскую, вспомним наших мастеров, вспомним нашу улицу родную, где вручали нам теплом дорогую маховую нашу любимую светлую. Незнаком прохожий, мне твой взгляд не знакомый знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренно любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки прощали, лишь бессмертный простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно,
сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не закрыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность уже все же бесследна. Время неумолимо. Оно все дальше удаляет нас от тех, кто был нам дорог и любим. Сегодня мы непременно вспомним всех сопутников, тех, кто был рядом, дарил радость, надежду, помогал в самые трудные дни, поддерживал, работал и жил надеждой нашей культуры и искусства, и мужества народа. Поднимутся на более высокий профессиональный уровень. Мечтали о том, что талантливая молодежь будет учиться в престижных театральных вузах страны и будут создаваться театральные династии. К сожалению, многому не суждено было сбыться. Некоторые ушли в мир иной, ставив о себе красивую память, творческое наследие и красивое имя. Текуреш Богатырев, народный артист Российской Федерации Магомед Гирей Кадзеев, заслуженный артист Перецой Магомед Цицкиев, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Марьян Костоева, народный артист Республики Ингушетия Руслан Малавиев и Роза Сатанакова. Об этом трудно говорить, но особенно трудно сопутникам и родным. Каждый из них внес свой неоценимый вклад в сохранение и развитие культуры и искусства русского народа и заслуживает в себе более высокого внимания и памяти. Они вполне это заслужили и достойны. Руслан Малавиев, народный артист Республики Ингушетия, всенародный любимец, так можно сказать об этом прекрасном человеке, творчество которого занимает особую нишу в культуре и искусстве ингушского народа. Артист театра и кино более 10 лет был руководителем культурного центра ЛАМ при постоянном представительстве Республики Ингушетия в городе Москве. Своим талантом, артистичностью и трудолюбием, желанием учиться постоянно Руслан выделялся среди всех студийцев. Ему по природе были свойственны артистизм, музыкальность, необыкновенный тембр голоса, природная индивидуальность, улыбка, неиссякаемая доброта, уважение к старшим, великодушие и благородство, своя харизма. Вместе взятая располагала к себе всех, кто был рядом с ним. Он бесконечно любил свой край, свое маленькое село Лиево, все, что связано с его родной землей. Знаток родного языка, он был превосходным исполнителем русских песен. Его проникновенный голос, неизменный артистизм, безграничное обаяние, гражданская позиция как артиста принесли ему всенародную любовь и признание не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. Все на себе не вертится, 99.
России, актер театра и кино. Ему по природе подвластны были все жанры искусства, комедия, трагедия, а также драматургия современных авторов. Его незабываемые персонажи Труфальдино в спектакле «Слуга двух господ», Малькволио, 12-я ночь, солдат в драме, когда гибнут сыновья, Ляпкин в «Ревизоре», Ингуш Исмаил, казак Федор в спектакле «Сыновья дети». Руслану были подвластны образы разных эпох, от высокой классики до современности. Руслан в кино начал сниматься рано. Его дебютом на экране стала роль рядового Новоилиева в фильме «Ошибки юности», снятом на киностудии «Ленфильм». В последние годы Руслан плодотворно работал в кинематографическом искусстве. Он запомнился зрителям по фильмам «12-я осень», «За кулисами», «Дом дураков», «Марш Турецкого». И Руслан Лаури вполне можно сказать явление в культуре и искусстве русского народа, которое нам еще предстоит изучать и осознать масштаб его личности. Руслан до конца остался верен завету своих учителей, любви к искусству и своей выбранной профессии. Он зажигал хлещущий через край своей энергии, торопился жить, понять, что многое останется неразрешенным. Кавалер ордена за заслуги народа, артист республики Ингушетия, к сожалению, ушел из жизни в расцвете сил своего таланта, не дожив до своего 50-летия. Стал лишь Бог,
Сегодня мы вправе сказать, что человеческое нравственное и гражданско-патриотические качества артиста – это личность артиста. Все названные категории, 7 мест театра – это есть главный бесценный капитал творческой личности, которому доверена ответственная миссия – быть воспитателем народа. Сегодня в этом зале присутствуют ученики Меркурьева и известные деятели культуры и искусства, которые вопреки всем обстоятельствам, веря и свято, неся в своем творчестве заповедь своих великих учителей, своим трудом и любовью к своей профессии снискали почет и уважение. Но по объективным причинам многие не смогли себя чувствовать на нашего века. И тем не менее, почет и уважение. В этом месте по сценарию я должен был пригласить на сцену наших меркурьевцев, но, к сожалению, их нет сегодня в зале. Но есть человек, который непосредственно переживал, работал, трудился над тем, чтобы сегодня это творческий вечер состоялся, чтобы это мероприятие состоялось, художественный руководитель республиканского дома народного творчества Ася Абдузакова. Поприветствуйте ее. Также сегодня в нашем зале вместе с нами присутствует проводим нашу молодежь. Вместе с нами в этом зале присутствуют наши уважаемые гости, представители Народного собрания Республики Ингушетия, администрации Нозграмского района, а также деятели культуры и искусства Республики Ингушетия. Вначале хотел бы предоставить слово депутату Народного собрания Республики Ингушетия Жансур Адаршеву. That's also about this martial factor. So these are Russia Я рада в случае присутствовать на таком замечательном мероприятии. Я рада приветствовать наших меркурьевцев, даже если их здесь в этом зале нет, я надеюсь, они нас услышат, что мы их чествуем, желаем им дальнейших творческих успехов. Пусть они продолжают радовать нас своим творчеством. Ася, вы единственный, по-моему, представитель сегодня этой творческой группы, скажем так, труппы. Поэтому вот в вашем лице мы приветствуем всех ваших коллег, всех ваших друзей и всех наших театральных деятелей. Вы знаете, вот все-таки, наверное, мы еще не театралы. Наверное, я всегда так говорю, всегда это подчеркиваю, потому что я всегда это чувствую, всегда это ощущаю. Я не могу назвать себя тоже театралкой, большой любительницей, больших знакомых театра. Но так складывалась наша судьба нашего народа, что мы всегда были поставлены в такие рамки на грани желания. Но сегодня у нас другие условия жизни. Мы имеем возможность развивать и культуру, и театры. И мы знаем, что у нас есть актеры, их много. Ну, не знаю, может быть, это формально будет мысль, но я тем не менее скажу, что если бы они были
другой национальности, наверное, им рукоплескал бы, ну, скажем, пусть это будет преувеличением веселья. Это вот присутствующее.